Таджики скоро разбогатеют? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какую золотую жилу нашли в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления и будете в курсе всех последних и важных событий. Золото, серебро, драгоценные металлы и самоцветы в Таджикистане подсчитали запасы месторождений природных ресурсов. В Таджикистане находятся сотни неизученных, но перспективных месторождений нефти, газа, углеводорода и других полезных ископаемых. В настоящее время открыты и изучены более 600 рудников и 800 месторождений, где имеются более 60 видов минерального и неминерального сырья. Кроме того, обнаружены еще 50 перспективных месторождений нефти и газа. По словам заместителя начальника Главного управления геологии Таджикистана Али Махмуда Ализоды, по-прежнему многие таджикские месторождения нуждаются в серьезном геологическом изучении. Пока только 27% от всех запасов добываются и перерабатываются в стране, а этого недостаточно для достижения стратегических целей государства. Открыто более 25 месторождений нефти, газа и конденсата, но с балансом запасов нефти учтено 20 месторождений, из них 12 расположены в северной части Таджикистана, в пределах Ферганской впадины. 8 находятся в пределах Афгано-Таджикской впадины, рассказал Ализода. По словам Ализода, ресурсы углеводорода в республике крайне слабо изучены, а разведанные запасы нефти и газа на сегодняшний день составляют менее 1% прогнозированного. Есть также месторождения, которые находятся на поздней стадии разработки, на освоении на 80-85%. Вдумайтесь в эти цифры. А что если найти все месторождения и их разработать? Таджикистан станет немыслимо богат? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Недра Таджикистана богаты золотом, серебром, черными, цветными и драгоценными металлами, самоцветными и декоративными камнями, радиоактивными элементами и, по словам замначальника Главного управления геологии, нуждаются в изучении. С 2021 года в республике подготовлена госпрограмма развития геологической отрасли до 2030 года. Она должна обеспечить предприятия горной промышленности запасами минерального сырья, создавать новые мощности. Отметим, что если в 1991 в Таджикистане было 358 промышленных предприятий, то в 2020 к ним добавились 300 новых промпредприятий. И на самом деле практически во всем мире знают, какой огромный потенциал у Таджикистана, но у страны просто нет денег и квалифицированных кадров, чтобы их разработать, поэтому приходится просить помощи у соседей. Но они, понятное дело, берут свою долю. Примечательно, что нефтяной бизнес в стране считается самым монополизированным и высокодоходным, и эта сфера всегда принадлежала близким Рахмона. А как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, стоит ли открывать все месторождения? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!